Заседание ЕМПС стало 42-м по счету с начала работы Евразийского экономического союза в 2015 году. Обычно первое заседание года проходит в Алма-Аты, и нынешнее не стало исключением. В заседании помимо представителей стран ЕАЭС, а это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, принимают участие наблюдатели при союзе: Иран, Куба и Узбекистан, а также приглашенные гости – это Азербайджан и Таджикистан. Заседание проходило под председательством Белоруссии. Во вступительной речи Головченко предложил коллегам усерднее работать над укреплением позиций Союза в мире. Международное позиционирование ЕАЭС и обеспечение полновесного евразийского присутствия на ключевых внешних рынках. Нужно занимать проактивную позицию в международной деятельности, развивать механизмы сотрудничества с государствами-наблюдателями при ЕАЭС, стремиться к более полному сопряжению интеграционных форматов ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и так далее. Союз может стать сильным экономическим блоком для достижения высоких темпов роста. Об этом уже заявил Адылбек Касымалиев. Глава Кабмина также отметил, что нужно развивать отношения в сфере транспортно-логистического пространства на просторах ЕАЭС. Уверен, что команда Евразийской экономической комиссии продолжит активную работу над завершением всех мероприятий стратегии 2025, которые должны быть реализованы в текущем году. Уважаемые члены Межправсовета, важнейшим аспектом в экономическом развитии и благосостоянии наших стран является формирование устойчивого транспортно-логистического пространства Большой Евразии. Кыргызстан состоит в ЕАЭС 12 августа 2015 года. За это время была проделана большая работа в сфере развития общей торговли со странами-членами Союза. Только за прошлый год объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС превысил $4 миллиарда США. За период с 2019 по 2023 годы объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился почти в 1,7 раза, в том числе экспорт в 2,1 раза, импорт в 1,6 раза. По предварительным данным Надстаткома, за 11 месяцев 2024 года объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС составил $4 миллиарда 498 миллионов и в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 9,1%. Экспорт составил $1 миллиард 369 миллионов, рост на 17,2%. Импорт $3 миллиарда 128 миллионов, рост составил 6%. О том, что ЕАЭС показывает хорошие результаты, рассказывал и глава правительства России Михаил Мишустин. Из его выступления следует, что за 11 месяцев прошлого года в Союзе объем промышленного производства вырос больше, чем на 4%. Строительство также увеличилось на 3%, а интерес к Союзу возрастает с каждым годом. Интерес к Союзу растет, развивается институт государственных наблюдателей, увеличивается сеть соглашений о свободной торговле. Расширению внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза послужит выполнение соглашения о единой системе таможенного транзита. Два слова хочу сказать о приоритетах развития у нас в Союзе. Первое – это, без сомнения, стимулирование производства и создания кооперационных цепочек для укрепления технологического и промышленного суверенитета Союза. Второе – это необходимость раскрыть логистический потенциал Союза и, конечно, безусловно, реализовать комплексный план развития евразийских транспортных коридоров. А вот Армения больше всего сделала акцент на агропромышленном комплексе. Мгер Григорян считает, что обеспечение продовольственной безопасности является приоритетом для стран-участников ЕАЭС и ее наблюдателей. В условиях глобальных вызовов перед нами стоит задача создания эффективных механизмов поддержки сельского хозяйства, которые будут способствовать укреплению агропромышленного комплекса, созданию равных условий для всех участников рынка и повышению его конкурентоспособности. По итогу на повестке дня было рассмотрено 12 вопросов, в их числе соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в ЕАЭС и распоряжение об электронной торговле товарами. Уважаемые коллеги, повестка дня оглашена, возражений к ней не последовало. Проекты решений согласованы, как мне известно. Поэтому предлагаю приступить к процедуре подписания документов. Параллельно заседанию в городе Алма-Аты проходила традиционная международная выставка Digital Almaty 2025. Премьер-министры стран ЕАЭС смогли ознакомиться с технологиями, которыми уже пользуется Казахстан.
Форум Digital Алматы 2025 собрал вокруг себя не только бизнес-сообщество, но и многих разработчиков. К примеру, здесь за моей спиной люди играют в игру Drone Soccer. Цель одного дрончика попасть в кольцо, а другого, собственно, защищать его. После небольшого ознакомления с работой форума главы правительств направились на пленарное заседание, где выступил Адылбек Касымалиев. По мнению председателя Кабмина, для успешной цифровой трансформации стран ЕАЭС необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как повышение цифровых навыков, поддержка стартапов и инноваций. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что сейчас имеются все шансы стать глобальным цифровым хабом. В этом контексте он предложил создать единый координационный орган для управления региональными проектами и согласования стратегий. Кыргызстан готов инициировать пилотный проект по созданию такого органа и предложить платформу для первого этапа взаимодействия. Наша цель – системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке. В ближайшее время мы утвердим национальную стратегию по искусственному интеллекту, документ, который станет дорогой к созданию высокотехнологического будущего для нашей страны. Эта стратегия будет направлена на развитие локальных продуктов на основе искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между различными секторами экономики и решение актуальных вызовов, стоящих перед обществом. В целом, 2 дня рабочей поездки Адылбека Касымалиева получились довольно-таки насыщенными. Глава Кабмина в первый день встретился с коллегами из Беларуси и Казахстана, принял участие в заседании ЕМПС в узком формате. На второй день провел переговоры с премьер-министром Узбекистана и вице-президентом Ирана. Двухдневная рабочая поездка председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева завершилась расширенным заседанием Межправительственного совета ЕАЭС, где было рассмотрено 12 вопросов. Также его коллеги выразили приверженность и далее наращивать отношения внутри ЕАЭС, в том числе расширение товарооборота и другие сферы деятельности. Малик Аюпов, Джакшилык Исаков, ЛТР. Итоги недели. Алматы.